последнее время участились случаи, когда на муниципальной земле или более того с муниципальным имуществом жители города производят действия без согласования с собственником, то есть с администрацией. Парк имени Владимира Маяковского не исключение. Буквально на днях здесь произошел очередной инцидент. На пешеходных зонах парка снова стали разъезжать автомобили. Поскольку парк не предназначен для того, чтобы здесь передвигались машины, мы, естественно, стали выяснять причины этого и в итоге установили, что со стороны педучилища по улице Маяковского было демонтировано 2 забора для того, чтобы машины могли проезжать в свободном доступе к ресторанам, которые здесь организованы в здании ЗАГСа. В связи с этим нами были предприняты действия по установке забора этого, в первоначальное состояние, но поскольку этот въезд им был необходим для того, чтобы машины могли подъезжать непосредственно к ресторану, завозить там определенную продукцию, сами гости, они, там стали препятствовать этому моменту. И, в итоге дело дошло до того, что нам пришлось вызывать милицию и уже с милицией устанавливать этот забор. Данная зона отдыха находится на балансе администрации. В свою очередь, управление жилищно-коммунального хозяйства как административный ресурс производит все необходимые мероприятия по благоустройству и несет ответственность за все, в том числе и за злополучное ограждение. Но хозяева развлекательного заведения, расположенного в парковой зоне, считают иначе. Проезд к их зданию необходим для разгрузки продуктов и удобства клиентов. Они не принимают во внимание, что парк Маяковского предназначен лишь для пешеходов. Здесь бегают дети, гуляют мамы с колясками, и нелепая случайность с каким-нибудь лихачом за рулем может привести к беде. Незаконченная стройка самого здания уже несет серьезную опасность для отдыхающих. Добавим к этому неблагоустроенную территорию вокруг кафе. В общем, вопросов и так много. Сейчас в данный момент мы приняли решение закрыть второй въезд в парк, для того, чтобы машины сюда не проезжали. В принципе, эти въезды нужны были только для того, чтобы потом снегоочистительная техника могла заходить сюда. Что ж, придется оставить один въезд, будем пользоваться только им. И хотелось бы еще раз сказать всем, проживающим в нашем городе, что есть определенный порядок согласования проведения работ на муниципальных землях и на тех объектах, которые принадлежат муниципалитету. Никому, наверное, не понравилось бы, если бы я пришел кому-то в дом и начал там снимать дверь, менять окна или еще что-то делать. То есть в частную собственность мы никому не вторгаемся никогда. И хотелось бы, чтобы такое же отношение было к оборудованию города, ко всему. Закрытие проезда вызвало у хозяев кафе шквал негативных эмоций. Они пригрозили коммунальщикам, что ограждение все равно самовольно уберут. Что ж, если такое случится, то предпринимателю придется иметь дело уже с правоохранительными органами, а не с коммунальными службами. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.